Красивые в Нерюнгре люди, нет в лицах единообразия. И это понятно, по сути, слились здесь Европа и Азия. Грузинская кровь с украинской, якутская кровь и бурятская. Такой вот коктейль нерюнгринский, такое содружество братское. Блондинистые белорусы, цыганистые молдаваночки влюблялись кто в рыжих, кто в русых, составились дивные парочки. Пусть жизнь будет светлой и ясной, и пусть будет добрым согласие, пусть в городе нашем прекрасном рождаются люди прекрасные. Это стихотворение Людмилы Максимовны Носковой о Нерюнгре рассказывает руководитель литературной гостиной «Встреча». Я приехала сюда как первостроитель в 1979 году. И все время, в общем, где мы жили, там сначала жили в вагончиках, затем в многоэтажках. Все время очень хорошие соседи встречаются нам, разной национальности. У нас всегда дружно, весело, радостно. Накрывали общие столы, когда жили в старом городе. В общем, очень здорово. И я думаю, что наш город – это город дружбы, общения и замечательных поэтов, композиторов и спортсменов. Дай Бог ему здравствовать. Нерюнгри, который дружно строили представители всех союзных республик бывшего СССР, и сегодня живет большой многонациональной семьей. Нерюнгринское отделение Ассамблеи народов Республики Саха-Якутия было создано в 1997 году. Сейчас в отделении 17 национальных общин. Первым председателем, можно сказать, создателем ассамблеи был Ковальчук Павел Васильевич. В 1997 году был создан. И первыми вошли в эту ассамблею наше Нерюнгринское отделение. И мы этим гордимся где-то, потому что это тоже некая, можно сказать, энтузиазм. Значит, жители нашего многонационального Нерюнгринского района действительно, они с желанием, с энтузиазмом хотели включиться тогда и включились. И сегодня вот именно вот это желание передать свою традицию, культуру будущее поколение, сохранить ее и правильно донести до детей. Вот это именно вот эта цель объединяет всех нас. И вот эта ассамблея – это как дом дружбы. Находясь в нем, человек чувствует себя очень спокойной. Это дом, который именно рождает любовь, рождает добро, свет. Поэтому люди, работающие в ассамблее, больше они имеют дело с добром. Поэтому наша ассамблея очень часто приглашает на свои мероприятия детей под опекой из детского дома. С того времени, как Елена Дмитриевна руководила 2023 года в нашей ассамблее, мы первое свое мероприятие начали с «Елка дружбы». Национальные игры, танцы, сверкающие, и это все под разными мелодиями. Следующее наше мероприятие, буквально за этим, было Старый Новый год, и как раз мы вот это мероприятие впервые пригласили дети опеки. И это была, конечно, огромная радость. В какой-то момент мы тоже стали детьми вместе с ними. Это огромная, действительно радость. Одно из значимых событий в нашей ассамблее в 2023 году написали гимн. Создателем этого гимна Зоя Петровна Горинчук. С этим гимном выступала ассамблея ко Дню народного единства. Мы часто выезжаем за пределы Нерюнгри. И, конечно же, поездки у нас много, мероприятий, праздников очень много. Кроме того, в следующем году Нерюнгринский район станет местом проведения традиционного праздника Исеха-Ланхо. Это значимое событие, и уже начинается подготовка к празднику. Один из организаторов проведения праздника – общественная организация «Саха Аймах». Она была создана в Нерюнгринском районе раньше всех, в
1985 году, то есть еще за 12 лет до создания в Нерюнгри отделения Ассамблеи народов Якутии. Общественная организация «Саха-Аймах», Якутское землячество города Нерюнгри, была основана нашими общественниками, первостроителями нашего Нерюнгринского района в 1985 году на общественных началах. Туда вошли, конечно, представители, вот эти молодые строители, комсомольцы, которым захотелось здесь, в большом таком многонациональном городе, все-таки соблюдать свои традиции, развивать их. Тем более там очень много было создано молодых семей, очень много было семей создано интернациональных. И вот поэтому были созданы там различного рода коллективы художественной самодеятельности, фольклорные коллективы работали. Потом, когда был построен культурно-этнографический центр по-якутски, это жилище Балаган называется, да, так оно раньше называлось, тогда там уже начали проводить разные мастер-классы, образовательные мероприятия, приглашали алгысчитов, тоюксутов, да, проводили там церемонии бракосочетания. Ну вот так вот активно начинала наша общественная организация развиваться с 1985 года. Да. В 2014 году организация уже была зарегистрирована как юридическое лицо, и теперь мы имеем свой статус юридический и продолжаем те традиции, которые были созданы нашими первостроителями. Конечно, состав меняется, обновляется. В 2025 году Саха-Аймах будет отмечать свой 40-летний юбилей. Основные задачи большой общественной работы направлены на укрепление мира и межнационального согласия в обществе, на развитие взаимодействия, дружбы народов и, конечно же, это пропаганда национальной культуры, традиций якутского народа. При Саха-Аймах функционируют самодеятельные творческие коллективы, такие как фольклорный ансамбль «Сетим», что в переводе называется «Связь поколений», ансамбль Доргонный хомус, звенящий хомус, творческая студия «Айтик», это шитье и творчество, и творческое объединение «Якутский язык для начинающих». Организация уделяет большое внимание социальному проектированию через участие в различных грантовых программах, конкурсах, где предоставляются субсидии целью проведения образовательно-культурных мероприятий для многонационального Нерюнгринского района. И чаще эти мероприятия направлены на создание благоприятных условий по сохранению и развитию родного языка, на развитие декоративно-прикладного искусства и, конечно же, подвижных игр народа Саха. Также это содействует воспитанию детей и молодежи в культурных, духовных традициях своего народа и приобщении к истокам народной культуры. Также это формирование молодого поколения нравственных ценностей, которые направлены на воспитание чувства национальной гордости и патриотизма. По инициативе Саха-Аймах проводятся ежегодные районные фестивали. Это игры на инородных инструментах, это исполнение героического эпоса народов Нерюнгринского района с участием представителей национальных общин, населения района, студентов, школьников и дошколят. Также у нас есть добрая традиция в рамках проведения районного ИСЭХа устраивать такие конкурсы, как длинная коса, конкурс национального костюма и флешмоб по игре на хомусе. Исполнение кругового национального танца «Асухая». В 2022 году Саха-Аймах стала победителем фонда президентских грантов Российской Федерации с проектом «Передвижной этнографический культурно-образовательный павильон «Мир Саха». За последние годы организация была победителем фольклорных конкурсов республиканских ИСЭХов Олонхо, Улусах, Алекминском, Верхневилюйском, Амиконском и Амгинском. Общественная организация сегодня полна новых идей, новыми проектами и будет, конечно, продолжать свою деятельность по сохранению национальной и культурной идентичности народа Саха. В якутскую общину входят нерюнгринцы целыми семьями. С женой мы приехали здесь, в городе Нерюнгри, учиться изначально. Здесь встретились и родили 2 замечательных детей, что мы всей семьей являемся членами общественной организации Саха-Аймах и принимаем активное
участие в конкурсах от имени общественной организации «Саха-и-Мах». То есть это как строганины, национальные одежды. На выставках всегда выступаем. Так, также я сам лично, как начинающий аланхосуд, да, принимали участие на Исех Аланхо. То есть по республике это несколько мероприятий. Так как мы живем именно в многонациональном, да, районе, узнавать традиции, культуры разных народов. Не только развивать именно свой язык и поддерживать, да, скажем так, учить для наших детей не только наш язык, русский, другие языки, культуры. Бурятская национальная община была создана более 30 лет назад и сегодня также является одной из самых больших в ассамблее. Последние 3 года нас очень много. Где-то в Нерингуре насчитывается 5000 бурятов. Ну, официально как бы в нашу автономию ходит человек 150. И у нас основные мероприятия прописаны. Это у нас белый месяц агалыгын обязательно и празднование бурятского национального праздника Сурхарбан летнего. Автономия ежегодно пополняется новыми участниками. Я проживаю на земле Аланхо в Якутии уже 3 года. И мне здесь очень нравится. И я хочу сказать, что проживая, в частности, в городе Нерингри, мы, то есть активисты бурятской автономии, стараемся сохранить, передать традиции, обычаи нашего народа молодому поколению. Самое значимое событие этого года – это, конечно же, для нас, для наших детей, для взрослых – это открытие воскресной школы по изучению бурятского языка. Так как многие проживают здесь практически всю жизнь, и так произошло, что потеряли свой родной язык. Поэтому мы хотим возродить, изучить и сохранить. Ну, прежде всего, конечно же, заинтересованы родители наших детей. Почему? Потому что есть большое желание оставить и научить говорить, писать на родном языке наших детей. И, как я помню, посещают каждую неделю, ну, раз в неделю 15 детей посещают уроки бурятского языка. Киргизская община была создана в районе в 2005 году. Одна из незыблемых традиций в жизни киргизов – приветливость и гостеприимство. И современные нерингринские киргизы также с удовольствием придерживаются этого правила. Состав нашей кыргызской диаспоры постоянно меняется. У нас есть люди-первостроители, которые строили этот город Нерингри и поселки. Также есть люди, которые строили Байкало-Амурскую магистраль. И мы им за это очень благодарны и непременно гордимся ими. Также с каждым годом в нашу диаспору поступают новые лица и будущие таланты, что не может не радовать. Среди наших земляков мы стараемся сохранить наши традиции и обычаи. Мы всегда празднуем важные для нас дни, праздники, такие как Ноуруз, День Ак-Калпака и также День памяти эпоса Манас. Для нас это очень важные праздники, и мы о них никогда не забываем. В современном мире очень тяжело сохранить традиции, но мы всегда стараемся, не забываем традиции, обычаи. Мы всегда принимаем участие в разных мероприятиях, выступлениях, всегда принимаем участие в дефиле национальных костюмов. Мы всегда представляем кыргызский традиционный национальный костюм, и это не может не радовать. Мы стараемся показать людям традиции, обычаи кыргызских народов, чтобы они узнали и открыли для себя что-то новое. Для нас это большая возможность.
Таджикская община также знакомит нерюнгринцев со своей культурой и обычаями. В нашей общине на сегодняшний день включены более 100 человек. И, конечно, количество людей нашей общины зависит от сезона тоже. Ближе к лету к нам включаются огромные. Даже иногда бывает, что к нам обращаются люди, которые приехали, не включились, но по своим вопросам. Мы в основном занимаемся культурой. Цель создания нашей общины тоже изначально была ознакомить население нашего района с традициями, культурами, историей, литературой таджикского народа. Живем мы с 1995 года в Нерюнгринском районе, и можно сказать смело, что это уже вторая моя родина. Здесь мои дети родились, наши дети родились, выросли, учились, они уже в других городах учатся. Таджикская община свое действие начала в 2000, можно сказать, после пандемии, в 2021 году. Но до этого мы праздновали некоторые наши праздники, особенно наш главный праздник, Навруз, это весенний Новый год. Вот. Чем занимается община? Наша община в основном занимается, как я уже сказала, ознакомлением и проведением мероприятий, праздников и встречами с нашими учащимися, которые учатся в наших школах. В разные моменты к нам обращаются с вопросами, с какими-то не проблемами, трудностями. И мы, кроме того, что занимаемся мероприятиями, участвуем во всех районных наших мероприятиях. Но дополнительно наша задача работать с молодежью, с нашими детьми. К нам обращаются с садиков, с школ, с наших вузов, можно сказать, медколледжи. Мы, как все другие наши представители нашей общины, участвуем во всех районных мероприятиях. И Саах наш летний, Новый год, и Канепке, венкийский праздник, все наши праздники, День Республики, все, которое отмечают все, в том числе мы со всеми участвуем в этих мероприятиях. Самые главные праздники, чем мы занимаемся, какими праздниками мы вообще, дети, которые приезжие, но уже родились тут, можно сказать, у них представление немножко другое. Мы постараемся встречаться почаще своей молодежью, своими детьми и рассказать о тех главных праздниках, мероприятиях, которые они традиционные, древние, чтобы не забывали свои корни и свою историю, своего народа. Самый главный праздник — Навруз, Мехргон. И у нас есть праздники, которые мы его празднуем очень обширно. Это все мы знаем, что это уже, можно сказать, вся Нерюнгри это празднует. Это праздник Ураза Байрам, Курбан Байрам. Они хоть религиозные, но так как у нас сейчас идет именно наша цель ассамблеи, вообще всех представителей наших общин, наша основная цель — это направлена на укрепление межконфессиональные отношения. И, конечно, сохранить вот это благо, вот эту ценность, которая есть у нас. И мы все знаем, что именно взаимоуважение, понимание друг друга, уважение к разным традициям, культуре и религии, все это основа мира. И мы все направляем свои действия, свои мысли, свои слова. Все именно в реализации этих красивых слов, которые мы говорим, надо еще действовать. Действием доказать все это. В Нерюнгринское отделение Ассамблеи народов Республики продолжают входить новые автономии. Община вошла в состав ассамблеи буквально недавно, 14 января 2023 года. То есть мы дополнили триаду славянских национальностей, которые у нас существовали. При общине существует вокальная группа «Раница», в которой мы исполняем песни на родном языке белорусском. Стараемся принимать участие во всех мероприятиях, проводимых в районе, в городе, внутри ассамблеи. Ходим в школы, также пропагандируем народное творчество, рассказываем про быт, национальные костюмы, игры народные. И внутри общины культивируем изучение родного белорусского языка.
В нашей общине есть детишки маленькие, но община еще совершенно юная, поэтому как бы народ у нас, активных членов, скажем, активных у нас человек 7 таких вот. А в общей сложности нас пока насчитывает община, где-то в пределах 20 человек. И детишки тоже, да, моя внучка, она тоже как бы участвует с нами в мероприятиях и поет песни на белорусском языке. И мало того, что мы изучаем и сами культуру и быт, и многого же не знаем, плюс ко всему мы обучаем и молодежь, пытаемся вовлечь, но, с другой стороны, нам очень интересно смотреть на все обряды, песни, какие-то национальные праздники друг друга. Принимаю участие в этих фольклорных всяких мероприятиях, изучаем народные инструменты народов друг друга. Очень хорошая познавательная цель. И плюс еще содружество, такое сообщество, что все дружны. Само наше чульманское казачество существует с 2017 года. А у нас на данный момент 30 казаков. В ассамблею мы пришли буквально год назад. Мы еще такие маленькие, молоденькие. Занимаемся мы охраной порядка, занимаемся с кадетами, участвуем во всех мероприятиях городских, учим тоже деток нашему казачьему, законам нашим казачьим, правилам казачьим. Бываем в детском доме «Вектор», устраиваем у ребятишек всевозможные мероприятия к 8 марта, к Дню мамы казачки, к Новому году. Стараемся подарить им подарки, привезти какие-то сладости, чтобы порадовать деток. В Нерюнгринском районе одинаково весело проходят мусульманский Навруз и бурятский Сагалган, выставки изделий народных мастериц, кулинарные конкурсы, концерты с национальными песнями и танцами. Для меня, даже лично для меня, я узнала многие традиции. Мы подружились с такими людьми, то есть мы сейчас живем как одна семья, проводим всевозможные праздники все вместе. Бурятская община, Саха-и-Мах, белорусы – это просто колоссально. Царит доброта, доброжелательность. Я говорю, для меня это одна семья, в общем-то. В этом году прошло не одно мероприятие, объединяющее общины района. Так, в День Республики состоялся большой хоровод дружбы. Несмотря на пронизывающий холодный ветер, 4 народа объединились в традиционных круговых танцах: якутский асохай и эвенкийский девелджен, славянский хоровод и бурятский йохар. Участники своими улыбками и настроением создали позитивную, светлую атмосферу. Мы перед этим репетировали. В принципе, получилось круто, было интересно. Много людей собралось. И в первую очередь мы узнали что-то новое. Все-таки в Якутии нам, в особенности в Нерюнгри, оказалось очень интересно. Тут очень много интересных мест. И все-таки есть то, зачем стоит сюда приехать. Такой хоровод дружбы народов планируют организовывать и на других мероприятиях, сделав его визитной карточкой Южной Якутии. Я бы хотела завершить словами великого классика, таджикского классика на родном языке, так как я председатель таджикской общины. Поэтому я думаю, что именно для нашей ассамблеи и вообще-то направлено на дружбу всех национальностей. درختی دوستی بینشان که کامی دل ببارارد نهال دشمنی برکن که رنجی به شما رارد посади древо дружбы, приносящий сладкий плод, а побеги вражды вырви, чтобы избегать невзгод. Тани одам азой якдикара, ки дар офариниш зияк гавхара, чузви батар доварад розгар, дигар осфоро намонад қарор. Мы все едины, мы непобедимы. Это и есть девиз нашей ассамблеи.